Кто из фармацевтов закрывает глаза на закон? Аптеки без наркотиков. Под таким девизом сегодня прошла акция патриотического клуба «Рамзан». Активисты молодежной организации совместно с представителями правительства и Минздрава республики проверили ряд частных аптек на факт незаконной продажи наркосодержащих лекарств. Есть ли нарушение и какое наказание последует, расскажет Адлан Дудаев. Активисты патриотического клуба «Рамзан» уже второй месяц проверяют частные аптеки на предмет продажи наркосодержащих препаратов. Перед очередной инспекцией ребята ведут последние консультации. Действуем как обычно. Ребят, ты заходишь, совершаешь контрольную закупку. Для контрольной закупки денежные купюры метятся на месте. У всех на руках есть перечень запрещенных продажи лекарств. Выбирается мобильный телефон для съемки скрытой камерой. В первых 3 аптеках молодой парень под видом простого покупателя получает отказ. Но в 4-й ему все-таки продают 3 упаковки пенталгина. Дайте. Иди. Пенталгина. Копачек. О. Сразу после этого активисты клуба вместе с представителем Минздрава заходят в аптеку. Продавщица говорит, не знала о том, что нельзя продать одному лицу больше 2 упаковок адреналинсодержащего препарата пенталгин. Есть приказ от 2005 года не более 2 упаковок на руки потребителя. 785 от 14 декабря есть такой приказ. Я этого не знала, сумцааркой. Пенталгин это... Ну, вы работаете в этой сфере, надо знать все правила, инструкции. Незнание не освобождает, конечно, от ответственности. Кодеин, содержащийся в обезболивающих препаратах, таких как пенталгин, кадалак, седал и другие, может использоваться наркозависимыми людьми для производства в домашних условиях тяжелого наркотика дизоморфин. Это тяжелый, можно сказать, если так можно сказать, наркотик, вызывает сильные побочные эффекты, поражающие мягкие ткани, кожные покровы, а также с постепенным разрушением костной ткани, впоследствии с летальным исходом. Конечно, все заканчивается плачевно. Сегодня из 10 частных аптек в районе Черноречья выявлена только одна, торгующая незаконно наркосодержащими препаратами. Активисты молодежного клуба за последний месяц систематически выезжают на подобные рейды. Чтобы они не продавали эти лекарственные средства, которые содержат наркотические вещества нашей молодежи, чтобы наша молодежь не потребляла наркотиков. Пока с нарушителями ведут разъяснительную беседу. К ним повторно скоро выйдет представитель полиции для следующей проверки. В тех же аптеках, где фармацевты не продали запрещенные препараты, активисты клуба выражают слова благодарности.